каждый должен принимать решение сам. Это как жену себе выбирать. Давайте ограничим вопросы кругом моего веса. Путина видел 2 раза в своей жизни. 1 раз, когда он мне орден вручал, 1 раз в другом месте. Решение принимает мгновенно. И о том, чтобы армия двинулась, следовало тоже решение принял самостоятельно и сам. Кроме него не принял это решение никто. Позавчера был в Туле, встречал с военными. Я такой постановки вопроса не слышал, это было просто удивительно. Они сказали, мы не знаем, кто кого выбирает, мы себе выбираем верховного главнокомандующего. За спиной у каждого из вас, у старших, нет никого в вашей профессии. Вот такой разрыв. Учителей нет, педагогов нет, летчиков нет, танкистов, никого нет. Но это же, вспомните, когда пришел Путин. Вы представьте, сейчас вот вас посели вот в разрушенный дом, причем какой? А кругом, между прочим, команда Ах. Сколько их всех? А это еще счастье, что такая страна огромная. А был бы Занзибар, уж давно бы его продали и перепродали эти страны. Они просто не в состоянии разорвать ее на части. Но понимаете, какая глупость? Один человек на ваших глазах мотается по всей стране. Называется, вот приедет барин, барин нас рассудит. Тот в Пикалево дает по башке Дерипаски, который украл все, что мог, он не выплатил зарплату. Он говорит, ну пойди сюда. И ручку, кстати, верни. Потом он едет в другое место. Что это? Почему один человек этим должен заниматься? Потому что больше некому. Да если ничего не происходит, то даже кто-то, что приехал опять. Это счастье, что он в Астрахань приехал, где дом рухнул. Он приехал, посмотрел своими прозрачными глазами и сказал, чтобы завтра всех расселили. И все забегали, и всех расселили. А до этого в Челябинске, помните? 6 лет люди жили на берегу этой огромной ямы. Я-то ее видел, я над ней летал. А это и съезжают дома туда, никто ничего. Он говорит, как, минуточку, мы же вам деньги перевели. А он что-то сопли жует. Это, говорит, я прошу доложить, когда будет решен вопрос. Уже всех расселили. Ну как-то, кто-то же должен насупить брови, уже хочется уже... Я уже даже не уверен, что добро не бывает с кулаками, это правильная формулировка. Ну кто-то, ну хорошо, ну кто-то же должен защищен. Вы, ради Бога, извините, что я многословен, но вы сами напросились. Широкий вопрос. Можно конкретный вопрос задать? Попроще. Вот я хочу понять, значит, каким образом можно получить от кандидата в президенты ответ на один вопрос, который я пытаюсь уже определенное время получить через его доверенных лиц, через его штаб избирательный и так далее. На каком основании сотрудники администрации президента Российской Федерации лишили народ Южной Осетии права самостоятельно выбрать себе президента? Ну что мы, взрослые люди, вы же знаете ответ, вы знаете, что там происходит. Я знаю. Ну, вы же знаете, это местные условия. Чего вы меня спрашиваете? Вы же сами, подождите, давайте сейчас вы не честно. по сути вопроса. Подождите. А суть, почему ответа нету? Вот, и эта система не только здесь, а сегодня... Ну, объясните, дураки и дороги. Ну, с дорогой мы еще, может, справимся. Ну, что я могу сделать? Ну, дураки. Валера, ответ будет 25 марта. Да не будет ответа никакого 25 марта. Но это всю жизнь было. Ну, это такой класс чиновный. Страшнее этого нет. Алексей Николаевич Косыгин когда-то говорил, что аппарат, страшнее аппарата нет ничего. По раньшим временам вообще решать это должны никакая нифига администрация. Если уж про вас говорить, совет старейшин должен решать. Пусть старики решают, кто будет президентом. Если у вас такие обычаи. Где ваши обычаи тогда? Где это все, во-первых? А во-вторых, вопрос. Тут я сижу, а где пироги? Где 3 пирога? Это я не знаю, есть. Кто-то может пришел, пирогов нет. Есть пироги. Вот мы, значит, были свидетелями, значит, массовых выступлений на Болотной и на Сахарова. Вот как вы полагаете, вот лично ваше мнение, вот эта тенденция, не можно после выборный период перекинуться? Счастье, что те, кто собрались, а те, кто собрал людей на Болотной, на Сахарова, и ровно так же
на Поклонной горе ничего практически не смыслят в том, чем они пытаются заняться. КПД паровоза 12%. По той причине, что есть великие медицинские, кстати, термины. Вот знать надо, если хочешь выступать и агитировать. Психология толпы. В одну секунду может на руки поднять, а могут разорвать на части одного и того же человека. Надо уметь этим владеть. Если ты не можешь, не вылезай. Все остальное глупость, это даже смешно. Ну хорошо, все собрались. Самое страшное ведь не это. Самое страшное безответственность. Вы все мужчины. Вы прекрасно понимаете, что это значит? Значит, стоит 10 тысяч человек. Один снайпер, один. Или другой там, с бутылкой. Он шандарахнул, толпа ахнулась, уйти некуда, началась давка. А тут еще начинают с криком «наши бьют» и дальше. А дальше кровь. Как только кровь, немедленно надо же просить у кого-то помощи. Вот это, вот что страшно. Я вопрос по поводу национальных отношений в Москве. Вот, в частности, по поводу событий прошлого года на Манежной площади и то, что было после. В части именно вашего отношения к этому, как вы к этому относитесь, как вы считаете, откуда все это произрастает, стоит ли с этим бороться, если стоит, то как? Если взглянуть на это совсем с другой стороны, совершенно ни при чем тут национальность. Москвичи, привыкшие, в принципе, жить неплохо, и особенно не напрягаться по этому поводу. Зарплата идет, можно ни черта не делать. Приехали мужчины и быстро-быстро стали набирать обороты. Но это так. А тут рохли, мускулы дряблые и характера никакого. А там люди, привыкшие к работе. Ты с детства таскал ведро воды снизу, чтобы поднять его наверх. И сестер и братьев много, их кормить надо. И этот характер выработался. Теперь, клянусь, обыкновенная зависть. Просто зависть. И причем здесь горцы, чеченцы, отдельная статья, там, грузины, неважно. Вот чего в основе лежит. Недавно был такой момент. Часа в 4 я вышел и включил опять телевизор на кухне. Я чуть с ума не сошел. В 4 часа с копейками начинается фильм «Чук и Гек». Помните это? Объясните мне, чтобы я объяснил своим детям. Одному 19 лет, второму 18 лет, да, двум парням. 4 часа ночи Да, что им смотреть? Я хочу, чтобы они видели «Чук и Гек». Они его не видят. Они смотрят долбежку в Мексике, во втором доме что-то тоже одинаковое происходит. Для того, чтобы прогнуть моих детей, не получится, потому что если мои дети вышли дебилами, то дебилы, потому что в моем доме дебильство происходит. Если оно не происходит у меня, и я стараюсь с детьми заниматься, то они будут нормальными парнями, и этой стране они будут приносить пользу. Я, может быть, я в телевидении вообще-то не работаю, чтобы для вас не секрет. Я туда прихожу и ухожу, потому что иметь с ними дело не могу. Я как-то сказал, ребята, вы, ну есть же какие-то вещи святые, ну давайте хоть 9 мая рекламу не вставлять. Ну как, в бой идут одни старики. И он это, сейчас, маэстро, чарующий аромат кофе Грант. Чтоб ты сдох со своим кофе Грант сразу. Причем все, что они там рекламируют, немедленно вызывает вот здесь отторжение. Ну как, они мне объяснили, сколько это за один день можно потерять. О чем я с ним буду говорить? Ну о чем? Моя дочь не смотрит телевизор вообще. Ей разрешено смотреть канал Discovery. Она смотрит там Animal Planet или что-то в этом роде. Да, и я ей разрешаю смотреть хорошие фильмы. Я смотрю, какие фильмы идут нормальные, толковые. Она смотрит по тарелке. Мы никогда не должны забывать, что у нас должно быть чувство благодарности. Если мы сегодня произносим слово «Южная Осетия», если она в какой-то степени сегодня состоялась, Южная Осетия, и живет эта Южная Осетия, то этому мы должны быть благодарны в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину. А я в ответ вам скажу. Вы, может быть, этого не знаете, и вслух это не принято говорить. А поскольку я общаюсь с людьми интеллигентными, очень умными и образованными, я хочу сказать, что легкий налет зависти у равнинных людей, у горцев, до сих пор и есть. Потому что я никогда, когда я маленький был, я очень хорошо помню, мы с матерью шли там под Тбилиси, например, в
Тверском переулке сидели ребята, черт знает, по 16 лет, и курили на горочках. Мы прошли мимо, они встали, сигареты за спину. Мы прошли, они опять сели. Очень хорошо помню. То, что вы сделали на этом кладбище, когда вы приняли решение, что все памятники будут одинаковые, потому что это общее горе, меня опрокинуло. И я всю жизнь буду про это рассказывать. Люди, живущие на равнине, уже давным-давно не помнят о традициях. Так просто случилось. Просто так случилось. И тостов таких никто не может говорить. Это вы нас должны учить, а не наоборот. Просто все перевернулось. С низким поклоном и с огромным уважением. Спасибо большое. Если я называю себя доверенным лицом и говорю, что я вот призываю за него голосовать, но я не знаю, о чем он думает, и как бы он ответил на эти вопросы, ну тогда зачем? Я не понимаю. Но я ждал, что накануне выборов он, конечно, нам ответит на те вопросы, которые... Но он об этом знает еще меньше, чем я.